Ну, в принципе, Наш съезд ТЭПов ингушского народа считаю открытым сегодня сделать. Мы все были участниками этих событий, и всю работу, которую сделали Совет ТЭПов, это весь этот народ. И мы сами, и участие в митингах, участие в процессах и дальнейших видов, все это было налицо. И я считаю, что повторяться по этому поводу не будет, мы лучше продолжим съезд. Богатыреву Батыру Абоевичу, зампредседателя Совета ТЭПов, журналист. Вопрос. Право этнотерриториального общества Ингушетии на земли в пределах исторического проживания и задачи общественности по реализации этого права. Батырев Али. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ванах мохк издаешь юлили ухунга дикке ладухур диграс. Окиq yeri daq rezolюция yaqik dihir xuddisi izi ojdihuni qabul dedat yetsiri dihir darsa ersimetlishga ashim purmit. Мира и благоденствия вам, дорогие соотечественники. Мы все сегодня являемся свидетелями несправедливого отношения целого ряда представителей региональной власти к общественным представителям и участникам протестных акций осени 2018 года и весны 2019 годов, чрезмерного давления на них посредством силовых и судебных органов. На чем основывается данное утверждение? Во-первых, волнения и протестные акции в общественной среде с самого начала были вызваны недальновидной политикой региональных чиновников и самовольным принятием ими совершенно непопулярных и антинародных решений, противоречащих законодательству и Конституции Республики Ингушетия. Во-вторых, санкционированный митинг 26 марта 2019 года в Магасе был заявлен как мирная акция, и несколько десятков человек, оставшихся после митинга на площади до раннего утра 27 марта, никоим образом не нарушали общественный порядок и покой жителей города. И поэтому не было никакой необходимости демонстрировать в отношении них силу с применением спецсредств, шумовых гранат и бронированной техники. Ответственность за произошедшее столкновение должна в заслуженной мере лечь и на тех представителей правоохранительных структур, которые под воздействием определенных лиц из личной охраны экс-главы республики отдавали команду начать силовой разгон стоявших на площади нескольких десятков человек. Это сложно назвать постыдное продолжение этой провокации. Все суды, принимающие решение о заключении под стражу, о продлении срока содержания под стражей и рассматривающие апелляционные жалобы на эти решения, это все специально подобранные суды, по мнению юристов, не имеющие права рассматривать эти вопросы в соответствии с требованием закона о подсудности. Незавидное в социально-экономическом смысле наследие досталось нынешнему главе. По данным агентства РИА Рейтинг, Ингушетия занимает 84 место по уровню жизни в стране.
Со дня официального вступления Махмута Али Калиматова в должность общественные представители заявляли о своей готовности содействовать органам власти. Как правило, всегда полезным бывает участие общества и отдельных личностей в жизни республики, то есть всех, кого президент Российской Федерации Владимир Путин в своих выступлениях часто называет неравнодушными людьми. Людьми, благодаря которым развивается территория, где они живут. А живем мы все на территории Российской Федерации, где народы, особенно на Кавказе, знают, где чья земля и где покоится прах их предков. Любые попытки присвоить чужое здесь не имеют срока давности и рано или поздно обречены на провал. Ни один ингуш не поедет осваивать кумыкско-ногайские просторы Наурского или Шелковского районов, когда они предоставлены взамен отчих наделов в пригороде Владикавказа. Потому что это родина, и ею не торгуют. История не знает случая, чтобы мы претендовали на чужое. Напротив, всегда искали возможности делиться тем, чем располагаем сами. Но такое всенародное великодушие слишком часто принималось за наивность или, хуже того, за слабость. Последние 100 лет территория проживания ингушей сокращалась и сегодня составляет лишь половину того, что было в конце 19-го, начале 20 века. Последнее административное деление в ущерб народу Ингушетии произошло осенью 2018 года и вызвало волну общественных протестов. Десятки тысяч людей на площадь Магаса вывели не отдельные лидеры. Людей вывело собственное осознание народом того, что дальше терпеть самоуправство и беззаконие нельзя. Народ Ингушетии и сегодня остается тем, каким он был 10, 100, 1000 или более лет назад. Лучшим подтверждением этих слов является его способность к мгновенной мобилизации, как 19 октября 2018 года в доме почтенного Мухаджира Нальгиева в селе Сурхахи и ровно через неделю в доме другого старейшины Ингушетии Сараждина Погорова в Карабулаке. Некоторые ошибочно полагают, что с арестом нескольких активистов общественное движение в Ингушетии деморализовано. Но это не так. Общественность Ингушетии в самом широком понимании этого слова никогда не смирится с чиновничьим произволом и беззаконием в региональной власти. Потому что мы чтим основной закон России, Конституцию, а там в статье 3 говорится, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Совет тейпов и другие общественные движения и организации, поддержанные народом республики и впредь доступными законными средствами, намерены отстаивать свои права на осуществление юрисдикции на территории, которую в конце концов необходимо обоснованно обозначить. И если этим не занимаются те, кто обязан, а это депутаты парламента и глава, то народу не остается ничего другого, кроме как объединиться и ответить на эти вызовы времени. Известно, что в целый ряд населенных пунктов сегодня не могут вернуться те, кто десятилетия назад вместе со своими родными был вынужден покинуть отчие дома в пригородном районе, в западной части исторического проживания ингушских обществ. Под разными предлогами в этих селах запрещают проживать именно представителям ингушской национальности. Такая же запретная для ингушей территория появилась в 2018 году с восточной стороны. Туда, к могилам своих предков и родовым башням сегодня не пускают ингушей некие вооруженные формирования. При этом руководство этих формирований уже с позиции владельца заявляет о своей готовности привечать всех и якобы давать возможность для бизнеса всем, в том числе и представителям братского народа Ингушетии. Но на деле слова расходятся. Почему эти территории сегодня, вопреки здравому смыслу, стали запретными для представителей ингушских обществ в нашей стране? Почему жители Ингушетии, как и по всей остальной территории Российской Федерации, не могут свободно передвигаться по землям, на которых испокон веков проживали их предки? Что это, если не фашизм, как утверждал известный всем нам кандидат исторических наук Федор Павлович Боков? Причем фашизм в отношении конкретного народа, на фоне замалчивания и игнорирования властями вопросов, годами поднимаемых общественностью.
Попрошу президиум и присутствующих последующий текст рассматривать как часть итоговой резолюции съезда. Вашему вниманию предлагаю небольшой исторический экскурс. Исконные земли известных ингушских обществ в первой половине XVIII века являлись нейтральной территорией между Российской и Османской империями. В марте 1770 года 24 представителя ингушских обществ от имени всего народа этой территории закрепили подписями договор о вхождении в состав России. Через 40 лет этот договор был дополнен подписями представителей ингушских родов, проживавших в Тарской долине, с обязательством охранять этот район военно-грузинской дороги и оказывать военную помощь Российской империи в регионе. Это показывает, что на раннем этапе единения на основе взаимоуважения налаживались и как налаживались союзнические отношения. Фактически документ, подписанный несколькими десятками представителей ингушевских обществ, был принят царской администрацией за основу добровольного вхождения в состав империи нейтральных земель, принадлежащих предоставленным обществам. В настоящее время народ Ингушетии, ставший изгоем на исконной территории, вынужден собраться и сделать заявление о своем безусловном праве на место под солнцем в пределах ареала исторического проживания обществ, составлявших ингушский, а равно ингушевский округ, в соответствии, к примеру, с данными сборника статистических сведений о Кавказе. Представители обществ ингушских и потомки основателей поселений, входивших в состав Акинского, Мериджинского, Цоринского обществ, Галанчожских и Елхароевских аулов Ингушевского округа, селений в бассейне реки Терек, это Бурогал, Ангушт, Галгаюрт, Шолхи, Мочкиюрт, Ахкиюрт, Магарларс, Эгарларс, Эзме, Чим, Балте, Таузенюрт и другие, и остальной частью территории Республики Ингушетия объявляют обозначенные земли принадлежащими им и их последующим потомкам для свободного передвижения, проживания, возделывания и ведения хозяйства. Представителям и потомкам тейпов, проживавших в населенных пунктах, расположенных или располагавшихся когда-либо в известных пределах указанных земель, необходимо привести взаимные устные или письменные свидетельства об исторической принадлежности данных территорий, а также расположенных в их пределах поселений, жилых или руинированных, могильников, святилищ, башен, склепов и других построек тем или иным обществам, представители которых и основали эти поселения. В целях реализации своего права на указанные исконные территории народу необходимо объединиться и сообща действовать, опираясь на закон, Конституцию и принципы парламентской демократии. Данное заявление после принятия его съездом, если он будет принят, документального оформления и заверения подписями представителей от всех ингушских обществ будет разослано во все государственные, гражданские и общественные институты, независимо от их территориальной, национальной или иной принадлежности. В этой связи попрошу вас поддержать предложение в части заявления и поставить включение этих требований в резолюцию. Деларяс Хилшон Ладугра, а это мелочь Аллаху Барт безым чау болвей, хамсера мехди, он вей, нах буслу мелочь, нях эхту бол.